Зима – это самое тяжелое время для животных и птиц. Чтобы птичкам было не так голодно, мы решили помочь им не словом, а делом. Сегодня мы будем создавать эко-кормушку, и в этом нам поможет Ирина Леонидовна. Гора новостей в модельной библиотеке номер 36 города Уфы. Здесь мы для того, чтобы сделать одно очень хорошее дело для братьев наших меньших. Для кормушки понадобится нам крупа. Здесь может быть проса, овес, перловка, семечки. Птички также клюют крупные семечки, ягоды сушеные. Экологически чистую кормушку можно сделать разными способами. Можно сделать на основе клейстера, можно сделать замороженную на основе воды. Съедобные кормушки – это эко-кормушки, потому что их делают из органических материалов. Большая часть поглощается птицами, а остатки разлагаются без следа. Такую кормушку можно создать своими руками, не используя молоток, клей или гвозди. В итоге получаются варианты, которые нравятся птицам и смотрятся гармонично в естественной среде. Перемешиваем, чтобы получилась однородная масса, потому что мы ее будем закладывать в формочки. Эти формочки из-под печенья можно брать или вот силиконовые от кекса. Вот так я закладываю. Вот возьми ложечку и тоже вот в эту формочку закладывай, придерживая рукой. Высоту где-то сантиметр. Чем же кормить зимующих птиц? Они едят с удовольствием семечки подсолнуха, тыквы, фундук, кешью и грецкий орех. Семена чистить не надо, а вот орехи лучше давать в раздробленном виде без скорлупы. Вот у нас получились две кормушечки, они в виде печенья будут, они подсохнут, ну где-то примерно сутки. И затем их можно будет достать из этих формочек, вдеть веревочку или ленточку и повесить уже для птичек на веточке. Мы пока отложим и приступим к следующей. Для этого берем форму силиконовую. Внутри у нее пипочка, это специально для того, чтобы было отверстие сразу уже. Вот. Теперь мы уже насыпаем сухой корм. Предпочтение крылатых. Воробьи любят сырые зерна, крупы, нежаренные семечки и орехи. Чижи, свиристели, снегири, дрозды, сухофрукты, свежие ягоды, фрукты, нежаренные семечки. Синицы, сало, сливочное масло, нежаренные семечки и орехи. Утки, нежирный творог, вареную рыбу и травянистые гранулы. Это у нас получается кормушка со льдом. То есть мы вот эту форму сейчас поставим в холодильник примерно на 2 часа, 2-3 часа. И она у нас заморозится. Затем мы уже достанем. Оно будет как в ледышечке. Также в серединку проденем веревочку и можно будет подвешивать. Ну вот у нас прошло время, кормушечки подсохли, обрели форму, стали плотные. И вот у нас такие они с тобой получились. Это у нас, которые на основе клейстера. А вот замороженные, они тоже готовы уже. Вот смотри, какие они красивые получаются. Они постепенно размораживаются, и птички хорошо склевывают. Приятного аппетита, пернатые. Осталось найти для кормушки подходящее место. Не вешайте ее возле шумных дорог, и там, где слишком многолюдно. Ева Мищенко, Азамат Даянов специально для горы.